өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектростанциясынын курулуш ишин баштап жатабыз. Два года назад Кыргызстан начал готовиться к строительству крупнейшей гидроэлектростанции Камбарата-1. Изначально проект начал рассматриваться еще в 1988 году, и только спустя 34 года президент Садыр Джапаров дал старт проекту, назвав его флагманом кыргызской энергетики. Подготовка к возведению была запланирована на 2 года. На месте строительства были построены дороги, мост и тоннель. Также были проведены линии электропередач. Сейчас возводится временный лагерь для рабочих. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 направлено на устранение энергодефицита страны. Этот стратегически важный проект презентовали в Австрии на Международном энергетическом инвестфоруме. Для участия сюда приехали представители и руководство более 200 международных финансовых организаций, делегации из Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока и частные инвесторы. О потенциале будущей ГЭС бизнес-сообществу рассказал Акылбек Джапаров. Камбаратинская ГЭС-1 имеет ключевое значение для удовлетворения растущего спроса на энергию и повышения энергетической безопасности как в нашей стране, так и в регионе в целом. Проект способствует развитию регионального рынка электроэнергии и внесет огромный вклад в расширение региональной торговли энергией в Центральной Азии. Проект строительства не оказывает негативных воздействий на окружающую среду и экологию в регионе. Наоборот, имеются существенные преимущества в рамках зеленой климатической повестки и выработки чистой энергии. Сегодня у нас идет рост населения и происходит рост потребления. Из-за этого сегодня главная наша цель – это Камбарата-1. Если мы, значит, строим Камбарата-1, то мы получаем что? Мы, значит, покрываем значит, наш дефицит электроэнергии, и мы обеспечиваем водными ресурсами соседних стран. Так что здесь очень главная мысль – это, еще раз повторюсь, вкладывая в Кыргызстан, это вкладывая в Центральную Азию. Будущая ГЭС Камбарата-1 станет самой крупнейшей не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Собственно, она обеспечит страну не только электроэнергией, но и решит ряд проблем сельхознаправления. Плюс ко всему этому работа мощнейшей гидроэлектростанции будет развивать региональный рынок энергетики. Камбаратинская ГЭС-1 работает на малом объеме водохранилища. Она 3 раза будет меньше, чем Токтагульское водохранилище. Первое. Второе. Мощность у него будет на 40% больше, чем Токтагульская ГЭС. Это где-то 1 800 000 будет. И самое главное, то, что в климатических условиях, маловодных периодах мы можем работать Камбарата ГЭС-1, и не тратя воду с Токтагульского водохранилища. Мощнейшая ГЭС обеспечит электроэнергией нашу страну. При реализации она будет вырабатывать в год по 5 миллиардов 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Общая мощность станции составит 1860 мегаватт. Именно в такой большой поддержке нуждался энергосектор нашей страны долгие годы. По этой причине руководство взялось решить эту проблему. Суу тартыштыгы жыл сайын күч алып, в условиях глобализации спрос в стране на электроэнергию растет. Если 30 лет назад мы экспортировали электроэнергию, то сегодня мы ее импортируем. За 30 лет не было построено ни одной ГЭС, за исключением Камбарата-2. Именно поэтому остро стоит задача по увеличению энергомощностей. Стоять у истоков воды и импортировать электроэнергию для нас позор. В связи с этим мы должны правильно использовать данные Богом ресурсы для выработки электроэнергии в Кыргызстане и доставлять ее нашему народу. Помимо энергетических возможностей, у проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы для всего Центральноазиатского региона. Генеральный план Камбаратинской ГЭС-1 включает в себя каменно-набросную плотину высотой 256 метров. При входе, уважаемые коллеги, участники заседания, вы уже это видели. Здание ГЭС с 4 гидроагрегатами мощностью 465 мегаватт каждая.
а также вспомогательное электрическое и механическое оборудование. Расположение распределительных устройств 500 киловатт и цепей электроснабжения. 3 строительных и эксплуатационных водосброса и 3 транспортных туннеля. Строительство Камбараты-1 по предварительным расчетам обойдется в 4 миллиарда долларов, а стоимость подготовительных работ составляет 44 миллиарда 100 миллионов сомов. Подготовка разделена на 2 этапа. На реализацию первого из госказны уже направлен 1 миллиард 600 миллионов сомов. Во втором этапе завершение строительства сооружения Камбаратинской ГЭС-1 для обеспечения уровня водохранилища для запуска проектных параметров гидроэлектростанции. Стоимость 40,6 миллиарда сомов или 458,6 миллиарда долларов. Миллиона долларов. Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 является наиболее жизнеспособным вариантом. Презентовав мегапроект, глава Кабмина Ахылбек Жапаров пригласил инвесторов к сотрудничеству. Он рассказал о кардинальных реформах в инвестиционном климате Кыргызстана, детально объяснил инвесторам о предоставляемых льготах и поддержке государства. Твердо заявляю, что нашей стороной будет обеспечена полная поддержка и защита интересов инвесторов, включая и выделение земель. Кроме того, будет обеспечено стопроцентное использование произведенной электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Афганистан и Пакистан посредством проекта КАСА-1000 вы уже видели, что к 1 января 2026 году, даст Бог, эта линия заработает. А также на стадии активной проработки стоит вопрос обеспечения экспорта в Китае именно зеленой электроэнергии. Энергетика должна стать локомотивом национальной экономики, и как раз таки подобные презентации наших возможностей смогут привлечь огромные инвестиции. Такое мнение единогласно высказывают экономисты, потому что с точки зрения экономики реализация мегапроекта при поддержке инвесторов даст мультипликативный эффект, благодаря чему энергетика Кыргызстана может стать доходоприносящей отраслью. Мы же от них не просто спрашиваем деньги, а мы им с одной стороны приглашаем быть частью этого мегапроекта, с другой стороны мы также им даем возможность принять вызов 21 века, который называется водные проблемы. Любая инвестиция имеет свои мультипликативные эффекты, но насколько это будет правильно работать, зависит от выбора отрасли и от правильной экономической модели. Отметим, что за последние годы Кыргызстан начал обновлять энергетическую инфраструктуру. Строится порядка 50 энергообъектов, а только недавно в Таласе заработала малая ГЭС Баласару. Кстати, это первый энергообъект, который Кыргызстан построил за счет собственных средств с момента обретения независимости. Таким образом, реализовав ряд проектов энергоблока страны, а именно построив Камбараты-1, мы покроем не только дефицит потребления электричества, а даже выйдем на прибыль. Кыргызстан будет продавать выработанную энергию в соседние страны, а также по линии специальных проектов. Ахмер Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.